Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане разрабатывают систему электронного межведомственного обмена. В Туркменистане прошли пасхальные богослужения. В Ашхабаде начали тестировать пассажирский автобус «Ютонг» и другие новости. В Туркменистане ведется создание системы межведомственного электронно-информационного обмена в рамках реализации государственной программы развития цифровой экономики. Агентство «Туркменрагат-Нашик» проводит необходимую работу для внедрения системы, которая обеспечит широкий доступ к информации и увеличит количество электронных услуг, доступных гражданам страны. Вице-президент по лечебной деятельности благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахана Табаева встретилась с делегацией телеканала «Аль-Арабия» в городе Аркадак и дала интервью для многомиллионной аудитории этого СМИ. Делегацию телеканала возглавил главный ведущий Резван Хан. В ходе встречи представители телеканала были ознакомлены с основными направлениями работы фонда и выразили высокую оценку его деятельности. Интервью с вице-президентом фонда выйдет в эфир телеканала «Аль-Арабия» в ближайшие дни. По улицам туркменской столицы курсирует 12-метровый автобус китайского производства «Ютонг», оснащенный кондиционером и передовыми технологиями. Транспортное средство проходит первоначальные испытания, после успешного завершения которых будет доступно для обслуживания жителей города. Новый автобус оборудован 3 дверями. Оплата проезда осуществляется через цифровую систему. Комфорт пассажиров обеспечивают кондиционер, аудио- и видеосистемы, Wi-Fi, зарядные устройства для мобильных телефонов. Предусмотрены также специальные приспособления для людей с ограниченными возможностями и система оповещения о прибытии на остановке. В православных храмах Туркменистана прошли торжественные пасхальные богослужения. В столичном храме святого благоверного князя Александра Невского праздничные мероприятия собрали десятки верующих. Прихожане начали собираться у старейшего храма столицы Туркменистана за час до начала торжественной службы. Многие пришли с семьями и детьми. По завершении богослужения состоялось традиционное освящение куличей, яиц и других пасхальных угощений. В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана по случаю национального праздника туркменского скакуна развернута выставка «Высокие почести скакуну». Первыми посетителями выставки стали представители Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, преподаватели и студенты высших учебных заведений. На выставке представлены картины известных художников, запечатлевшие красоту и грацию скакунов, ковровые и скульптурные изображения халтикинцев. Есть здесь стенды с архивными фото, рассказывающие об истории коневодства. В среду в Куала-Лумпуре стартует Туркменский энергетический инвестиционный форум ТЭИФ-2025, который станет платформой для обсуждения ключевых направлений развития энергетического сектора и международного сотрудничества. Программа форума охватит несколько стратегических тем. Участники рассмотрят вопросы глубокой переработки природного газа и развития газохимической отрасли, включая производство водорода и экологически чистого топлива. Особое внимание будет уделено экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. Китайские ученые установили, что качественный сон снижает риск серьезных инфекций на 12%. Исследование охватило почти 400 тысяч человек в возрасте 40-73 лет и длилось 13 лет. Защитный эффект особенно выражен у людей моложе 60 лет. Бум популярности дубайского шоколада вызвал кризис на рынке фисташек. Цены выросли от 7 до 10 долларов за 450 граммов. Ситуацию усугубил неурожай в США и увеличение экспорта из Ирана в ОАЭ на 40%. Крупные производители шоколада не справляются с растущим спросом. Дубайский шоколад с начинкой из кадаифа и фисташек, появившийся в 2021 году, стал вирусным в соцсетях, собрав более 120 миллионов просмотров в ТикТок. Сборная Туркменистана завоевала 14 медалей, 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых на Кубке мира по кикбоксингу в Бангкоке. В составе команды выступили 13 спортсменов. В турнире под эгидой ВАКО участвовали около 800 спортсменов из 40 стран. Сейчас кикбоксингом в Туркменистане занимается более 5000 человек. Футболисты Аркадага обыграли со счетом 1-0 балканабадские Небичи в гостевом матче 7-го тура чемпионата Туркменистана среди клубов высшей лиги. Гол на 77-й минуте встречи забил Дидар Дурдыев. Аркадак поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Туркменистана, набрав 9 очков в 3 матчах. Небичи с 8 очками в 7 матчах располагается на 5-й строчке. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.